Я уже не могу. Как будто я притворяюсь, схожу вот так. Никто не верит, что вот так я осталась. Помогите, пожалуйста, добрые люди, как сможете. Я вам буду благодарна. Потому что я тоже пенсионерка второй группы. У меня двое детей. Их надо обувать, им надо кушать, сами знаете. И то хорошо, что мама рядом, а то я, наверное, уже на улице осталась бы без ничего. Сон аркасында осылай жүрмін. Но здоровье не позволяет где-то пойти работать хоть немножко. Я не могу уже кому пойти жаловаться или помощь спросить. Помогите, пожалуйста, я вас очень прошу. Потому что мне уже обидно. Я не хочу вот так ходить. Я хочу сама ходить. Я еще не старая же, что вот так ходить. Я тоже человек, я тоже хочу работать, куда-то пойти, чтобы у меня друзья были, на обществе ходить, общаться с людьми. Подружки тоже отказались от меня, если я вот так заболела. Они даже не звонят ко мне, нет самое. Потому что, когда денег есть, сами знаете, когда здоровье есть, всем нужно. Когда без ничего, все бросают. Не знаю, что даже сказать. Всем привет! Вы на канале LifeKZ. Меня зовут Ринат Кибраев, и сегодня я хочу рассказать вам о случае, который требует экстренного вмешательства. Пожалуйста, расскажите, что с вами случилось, как вас зовут? Меня зовут Зиба Таубаева Аманкозовна. Вы проживаете? Я проживаю сейчас в Ушкомуре, Карасайском районе, Ушкомуре живу. Что с вами случилось? Со мной случилось вот онкологические заболевания по женскому части. Вот. Вы вчера только выписались из больницы, да? Да, да. Из какой больницы? Я в Алмате, онкологическая больница, возле 4-й больницы, там находится онкологическая больница. Вот там я лежала. То есть вы проходили курс лечения в Алматы, да? Да, в Алмате. Ага. Они сделали вам химиотерапию, да? Да, врачи? химиотерапию сделали, да. Сколько дней продолжалось ваше лечение? Вот сегодня будет неделя, как я лежала там. Неделю вы находились в больнице, да? В больнице находилась, да. За это время расскажите подробнее, как проходил курс лечения? Курс лечения нормально было, а мне только беспокоит, у меня после лучевой терапии сильные ожоги. Ничем не могут помочь мне пока. Вот так сам по себе заживет, говорят, но у меня терпения уже не хватает. Вот чтобы не могу терпеть эту болезнь. Очень больно мне. Постоянно мне делает этот укол, трамадол делает, вот этим я успокаиваюсь себе. Вот. То есть из всех препаратов врачи вам назначили только трамадол, да? Трамадол, да, пока мне назначили. Больше никаких препаратов? Больше вот химия делали, у меня гемоглобин снизилось, они мне делали железо, там космофер делали, укол делали, промывка делали. Это я получила. Они сказали, теперь через 21 дней опять продолжение будет химиотерапия. Вы по квоте, да, получили операцию или как? Не операция, это у меня только это же лучевая терапия. Ну, лучевую терапию да. Вам бесплатно сделали, да? Бесплатно сделали, да. Тогда бесплатно сделали. Вы говорите, вас только недавно, да, зарегистрировали? Да, потому что мне нужно было городская прописка. В этой больнице только городская прописка берет туда, на стационар. Поэтому пока я там у сестренки прописалась, чтобы меня взяли в эту больницу. Я хотела в институт опять попасть, а институт, говорит, тебе уже не возьмут, потому что там что необходимо было, все они сделали, говорят. В институт вас не возьмут, так и сказали врачи? Да, так сказали мне. Как-то странно звучит то, что врачи больше не предоставили вам никаких медикаментов, никаких лекарств, когда вас выписали. Неужели только травмадол это и есть единственное лекарство, которым
которым оказывают... И то не оказали помощь, вы сами купили, да? Так, купила. То есть бесплатно вам больше никаких лекарств не дали? Не дали. Мне выписали, там на выписке написано, но я еще не покупала. Еще не в состоянии покупать. То есть бесплатно вам ничего не дали? Пока не дали, нет. Только больницы, да, минимально оказывали помощь? Больницы мне, да, оказали помощь. Что говорят врачи по поводу вашей болезни? Результаты? Результаты теперь они сказали, сейчас мне надо где-то 3-4 дня отдыхать. После этого опять туда обращаться мне надо. Они сказали мне, оперировать будет. Операция будет делать. Хорошо, тогда для чего вы обратились к нам? Расскажите. Потому что, почему обратилась, я нуждаюсь, чтобы мне как-то вы помогли с финансовым, ну, государство, чтобы мне помогло, чтобы на меня внимание обратили. Я хочу жить. У меня потому что эта дочь есть больная, 2-й группы инвалидности. То есть ваша дочь, она тоже болеет, да? Да, она с 2010 года она болеет. У нее 2 сыновья. Одному 13 лет, одному 16 лет. У нее психиатрические болезни у нее. У вас мужа никого нет? Муж умер у меня, когда мне 44 года было. Я вот живу с дочкой, с внуками. То есть вам некому оказать больше материальную поддержку, да? Да. Помощь. Да. Поэтому вы сегодня обращаетесь именно к зрителям, к народу. Да. Для того, чтобы они, может быть, найдутся среди них те люди, да, которые смогут оказать помощь. Что вы еще хотите сказать? Говорите, как есть. Чтобы моей дочке помогали, чтобы на нее тоже внимание обращали, что все люди, соседи, все у меня все знают, что в каком состоянии мы живем. Еле вот комуслуги, еле платим. У меня одна пенсия 62 тысячи. На что это хватит? На жратву хватит или на, даже, не знаю, на лекарства хватит. Вот даже не знаю, как мне вот дочке никак не могу помочь. Вы опасаетесь, да, что ваше здоровье сейчас ухудшается? Ухудшается, да. И что не найдутся людей, которые смогут присмотреть за вашей дочерью, да? Вот я и внуками. Да, вот. Потому что они оба мальчики, и как девчонки, они не могут маме оказать помощь. Ну, все-таки мальчики же не понимают женское. Ваша дочь, она страдает, как вы мне до этого, еще до того, как мы сейчас начали это интервью, она страдает психическим расстройством, да? Да, расстройство личности, вот, психические. То есть вы больше беспокоитесь не о своем собственном здоровье, а скорее о тех людях, которые рядом с вами, да, своих родных, которые... Да. Раньше они, получается, до того, как вас положили в больницу с онкологией, они полностью зависели от вас, да? Конечно, от меня зависели. Когда у меня была возможность, я помогала, дочери помогала, хоть ее за ручки держать. Вот я даже переживала, сколько, вот если я в больницу лягу, а кто будет за ней смотреть? Вот больше я переживаю за нее. Онкология какой степени у вас? 2-й степени. 2-я степень. А сколько всего? 4. Ну, у вас очень сложное, да, сейчас заболевание? Сложное, очень сложное. Что говорят врачи по поводу вашего выздоровления? Выздоровление? Шансы на выздоровление? Ну, они, надейтесь, говорит мне. Ну, не знаю. Они сказали, что только вот это и все. Вот, в общем, доживается. Вчера же так сказали. Да. Вам просто не сказали, но уже все что только обезболивающим она будет. Вот, да, только обезболивающее делать и больше никак. Терпите, говорит мне, терпите. Сколько можно терпеть? То есть врачи сказали, что ваши шансы, они сейчас с каждым днем понижаются, да? Да, понижается. Но я думаю, в данном конкретном случае
Департамент здравоохранения по городу Алматы должен обратить внимание на этот случай в том числе. Потому что здоровье наших граждан – это приоритет для нашего государства, для Министерства здравоохранения. По крайней мере, так должно быть в идеале. И вот случай ваш. Я надеюсь, найдутся неравнодушные люди, которые окажут помощь, обратят внимание на вас. Мгм. Спасибо. Спасибо.